Здравствуйте, вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. С 20 по 26 марта в Якутске проходит второй межрегиональный матчевый чемпионат по профессиональному мастерству между сборными командами Якутии и Северной Осетии Алании. За победу в чемпионате в борьбу вступили 20 конкурсантов. Соревнование является частью образовательного проекта «От А до Я», реализуемого с 2021 года в рамках соглашения о сотрудничестве между двумя регионами. Сегодня у нас в гостях Алан Мауравов, директор Северокавказского аграрно-технологического колледжа. Алан Лазаревич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, с чего же началось сотрудничество между двумя регионами? Сотрудничество между двумя регионами началось уже конкретно в рамках проекта «От А до Я» 2 года назад. Но до этого был период общения с коллегами, друзьями из Саха-Якутии на различных чемпионатах профессионального мастерства WorldSkills, национальных чемпионатах, международных чемпионатах. И вот эта дружба привела к тому, что мы начали встречаться, ездить друг к другу. И так как мы были заинтересованы в развитии профессионального образования, дальнейшем общении, то придумали такой проект «От А до Я», от Алании до Якутии, который мы успешно сейчас реализуем. У нас уже это второй межрегиональный чемпионат. И, как вы сказали, подписано соглашение между министерствами образования двух регионов. Я бы сказал, что оно не просто подписано, а подписано уже с планом конкретных мероприятий, которые мы уже реализуем. То есть он является неотъемлемой частью сотрудничества. И мы уже знаем, что мы будем делать. Скажите, а кто прибыл в составе вашей делегации? В составе нашей делегации прибыли участники конкурсных мероприятий, матчевой встречи. Это студенты различных наших учреждений среднего профессионального образования. Это прежде всего колледжи, медицинский колледж, педагогический колледж, аграрно-технологический колледж, торгово-экономический колледж. То есть мы охватываем весь спектр. Всего у нас в проекте пока 10 компетенций. Также в делегации мастера производственного обучения, их эксперты, и также директора образовательных организаций, участвующих в этом проекте и являющихся участниками деловой программы, которая у нас очень обширная. Программа действительно обширная. По каким компетенциям соревнуются участники? Я назову вам несколько компетенций. Например, вот такой широкий, я бы хотел начать с акушерского дела, например, такого гуманитарного, если можно сказать, направления. Также, кроме традиционных таких компетенций, как сварочные технологии, гостиничный сервис, ряд других, допустим, у нас есть вот такая компетенция, как квантовые технологии. То есть этим мы хотим обозначить, что мы хотим развивать технологии завтрашнего дня сейчас. И чтобы наши студенты и в наших системах образования уже сейчас имели понятие о грядущих технологических новинках. Алан Лазаревич, как вы оцениваете уровень профессиональной подготовки в целом? Уровень профессиональной подготовки, я бы сказал, дело в том, что мы уже научены многим технологиям в повышении профессионального образования. И, если можно так сказать, на уровне мировых стандартов. Вот так однозначно я скажу, потому что мы берем задания не просто так, а сравниваем их с самыми сложными мировыми стандартами, самыми высокими. И еще особенность нашего проекта, что мы задания составляем применительно к экономике того региона, в котором проводится чемпионат. В частности, сейчас все задания ориентированы на экономику Республики Саха-Якутия. А есть такие случаи, когда, например, якутская делегация приезжала именно в Республику Северную Осетию Аланию, и там они участвовали в компетенциях как раз с расчетом на вашу местную экономику? Конечно.
Ведь это у нас уже второй региональная матчевая встреча. Первая матчевая встреча проходила в Республике Северная Осетия, Алания. И там мы тоже на каждую компетенцию приглашали наших стратегических партнеров, брали от них запрос, и этот запрос обрабатывался в соответствии с самыми современными требованиями, и они разрабатывали готовый продукт для этого заказчика. Например, вот у нас есть такая очень красивая компетенция, которая называется инструктор-проводник. Инструктор-проводник в данном случае имеется пешеходного туризма, горного пешеходного туризма. То есть это специалист, который самостоятельно может разработать туристический маршрут, назначить безопасно, где можно останавливаться, отработать его, зарегистрировать его, правильно проинструктировать людей, юридически все оформить. То есть это вот такой специалист междисциплинарного уровня, очень нужный сейчас для развития внутреннего туризма. То есть это совершенно уникальная компетенция. И когда мы проводили первую матчевую встречу в Северной Осетии и Алании, то мы в высокогорном альплагере Цей по заказу альплагеря разрабатывали новый маршрут. И вот эти участники разработали 2 новых маршрута на ледники. А потом, перед закрытием, вся наша группа вместе с делегацией Республики Саха-Якутия в количестве 33 человек, мы прошли по этим маршрутам до самых ледников и безопасно вернулись. А сейчас маршруты пользуются спросом у туристов? Конечно, обязательно требуются. И самое главное, они когда-то были, эти маршруты, но сейчас все их разработки, они были уже утеряны, маршруты долго не использовались. И сейчас мы все это восстановили, и маршруты сейчас действующие. Ну, получается, не только в компетенции инструктора-проводника результаты, которые получают на матчевых встречах участники, а потом можно применить в жизни на практике. На всех. Ориентация такая, что на всех. Стараемся делать так, чтобы было на всех. То есть мы не выполняем абстрактное задание, но по тому же уровню сложности, как раньше было, самый высокий уровень сложности, мы его делаем прикладным конкретному заказчику. Расскажите, пожалуйста, нам и о первом межрегиональном матчевом конкурсе профессионального мастерства «Молодые профессионалы», который как раз-таки проходил именно у вас на родине. Да, мы, когда об этом договаривались, нужно было, чтобы это как-то началось, и мы предложили первый матчевый чемпионат провести у нас. Не знали, как это будет, как нам лучше встретить. Я коротко скажу, обо всем говорило душевное состояние участников. Во-первых, наши эксперты и участники, понимаете, не было такого духа соперничества, а был дух соработничества, я бы сказал, соработничества. То есть они сосредоточились при полном доверии друг к другу и помощи, сосредоточились на совершенствовании тех производственных процессов, которые им были поручены. Конечно, все равно кто-то побеждал. Но атмосфера была не, повторюсь, соперничество, а соработничество. Все были очень довольны, очень много общались. И, понимаете, приехала территориально зависимая команда, которая на второй день рассыпалась на профессионально ориентированные группы. То есть они, И то есть они настолько были заинтересованы, что рассыпалась вся команда, и уже они разошлись по профессиональному признаку. И в конце уже даже расставаться не хотели, подружились, и уже некоторые колледжи заключили соглашения. На этом второй матчевой встрече мы уже конкретно утверждаем программы обмена студентами, программы обмена преподавателями, стажировки. И это все будет реально, потому что это очень полезно. Я же говорил, что мы это делаем от собственной инициативы, не по указанию, не по приказанию, а мы чувствуем, что нужно делать, и
в этом случае у нас ответственность друг перед другом личная. И когда ко мне приедут студенты из Саха-Якутия, я к ним должен по-другому относиться. То есть еще более ответственнее. Я же не могу подвести. И за счет того, что я должен их научить еще лучше, от этого улучшается и наш учебный процесс. И закрепляется, остается здесь. То есть мы и своим-то так хотим, но где-то не умеем, может быть, где-то не дорабатываем. Но это ответственность. То есть мы создаем атмосферу ответственности за счет этого. Также и обратно. У нас очень много направлений деятельности. У нас уже активно работает издательская совместная деятельность. Мы публикуемся в журнале «Профессиональное образование Якутии» регулярно. И там отдельная рубрика «Образовательный проект от А до Я», где в каждом номере это все бывает опубликовано. Поэтому направлений очень много. Значит, создан проектный офис образовательного проекта. Максим Георгиевич Дмитриев возглавляет проектный офис. И мы отрабатываем очень многие процессы, которые будут работать на совершенствование, в том числе существующих чемпионатов профессионалы, которые запущены. В частности, мы вот наметили значит, к улучшению процесса оценивания. Но это вот чисто специфические вопросы. Но важно то, что мы свою матчевую встречу, матчевый чемпионат позиционируем и оформляем по качеству проведения выше любого регионального чемпионата. Каким образом мы это достигаем? Мы приглашаем лучших экспертов и менеджеров компетенций для того, чтобы они были на наших чемпионатах. С тем, чтобы мы могли больше получить самой новой и профессиональной информации. Но, несмотря на то, что сейчас проходит второй чемпионат, уже достигнуты определенные результаты, сделаны выводы. Вы говорите о том, что впереди новые проекты и свершения. Вот такой вопрос. Как вы сейчас оцениваете в целом уровень подготовки именно среднего профессионального образования? Потому что в последние годы больше востребованными становятся именно такие рабочие профессии. Да, да. Знаете, за последние 10 лет среднее профессиональное образование сделало огромный рывок. 10 лет это было движение «Молодые профессионалы» WorldSkills. Сейчас это «Профессионалы» называется. Поменялся оператор проекта. Но за это время в целом в стране появилась новая культура профессионального образования. То есть появились тысячи мастеров производственного обучения, которые уже могут учить так, что одновременно могут позиционировать, оценивать, в каком месте от высшего развития этой технологии мы находимся. Современное профессиональное образование уже ориентировано, и это подчеркнул вот и министр образования Российской Федерации, и это действительно так, на разрыв, на уменьшение разрыва между тем, чему мы обучаем, и тем, что он будет делать на реальной работе. И вот в этом самая главная задача – сводить этот разрыв к минимуму. То есть применять в обучении и моделировать реальные производственные процессы, чему мы, в принципе, уже научены. И подтверждение этого и те задания, которые мы сегодня отрабатываем в самых сложных ситуациях. Я благодарю вас, Алан Лазаревич, за то, что вы стали гостем нашей студии. Очень хочется пожелать, вот как вы упоминали, что у вас есть дух сотрудничества, чтобы он становился только крепче. Лучше вместе. Ну а я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя и до встречи в эфире.